И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Коротко о главном. С целью бесперебойного обеспечения электроэнергией модернизация подстанции Гагра-1. Без крыши над головой 2 дома сгорели в Очимчирском районе. Люди огромной силы воли. Футбольный матч команды инвалидов-ампутантов. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба встретился с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ООН Нильсом Скоттом, который представил отчет о работе, проделанной в Абхазии за год. Данный отчет содержит информацию о деятельности всех международных организаций в Абхазии. По словам Нильса Скотта, основными сферами деятельности международных организаций в республике являются сельское хозяйство, экология, здравоохранение. Мы смеем надеяться, что наша деятельность помогает людям в таких направлениях, как сельское хозяйство, здравоохранение, улучшение средств существования. Также с таким вопросом, как борьба с вредителями экологическими. И нам кажется, что последнее направление, борьба с вредителями, остается одним из глобальных направлений, потому что напрямую, к сожалению, влияет на качество жизни простых людей. И, как я сказала раньше, несмотря на то, что главный фокус – это улучшить жизнь обычным людям, нам, безусловно, хотелось бы услышать и вашего мнения в этом направлении, чтобы вы нас также направляли. Думаю, что совместные усилия изменят положение дел, и в следующем году те мероприятия, которые намечены, я не сомневаюсь, дадут определенный результат в борьбе с этим вредителем. Есть и другие направления деятельности, которые мы не можем не отметить, как возможность положительного развития наших отношений. Это включение, как говорится, людей в сферу малого, среднего бизнеса. Все это хорошо, но было бы лучше, если бы мы были бы в большей степени открыты. А открытость возможна только тогда, когда есть готовность международного сообщества действовать не через позиции так называемой территориальной целостности. И мы иметь должны такие же права, как и все остальные вокруг существующие государства и народы. Предприятие «Черноморэнерго» на подстанции Гагра-1 проводит модернизацию электрической подстанции и распределительной сети. Капитальный ремонт проводится по российской инвестиционной программе. Гагарский район для энергосистемы Абхазии считается наиболее сложным за счет большого количества потребления электроэнергии. Подстанции Гагра-1 уже более 60 лет. Она питает основные узлы города Гагра, в частности ее центральные районы. Перебои в подаче электроэнергии в основном происходят из-за колоссальных нагрузок, которые сети не выдерживают по причине изношенности оборудования на подстанции. Капремонт подстанции Гагра-1 призван кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Специалисты Черноморэнерго уже установили 2 трансформатора мощностью по 25 мегаватт. Теперь ведутся работы по установке закрытого распределительного устройства мощностью 6 киловольт. После того, как электроэнергия трансформируется с 110 тысяч вольт в 6 тысяч вольт, она попадает в закрытое распредустройство, далее уже отходящими линиями, скажем так, обвивает всю территорию, которая питается с этой подстанции, посредством тех ячеек, которые установлены в закрытом распределительном устройстве. Очень мощное, большое закрытое распредустройство, тоже 4 секции шин. Соответственно, работы сегодня будут уже проведены, это здание будет установлено. А на этом фундаменте планируется установить общеподстанционный пункт управления, где будут размещены шкафы релейной защиты и автоматики. Здесь же расположится комната дежурного персонала. Также на подстанции Гагра-1 уже установлено новое открытое распределительное устройство. Одна из его очередей уже смонтирована. Сейчас идет регулировка оборудования. Буквально через неделю специалисты начнут демонтаж обветшавшего распределительного устройства. Все энергетическое оборудование подстанции Гагра-1 находится в старом здании закрытого распределительного устройства. Как только завершится реконструкция подстанции, здание будет полностью освобождено, так как оно является памятником архитектуры. Мы полностью уходим в новые здания модульного типа, разделяем закрытое распредустройство, сегодня устанавливающее, потом
общеподстанционный пункт управления, где будет и дежурка, и будут релейные шкафы. Соответственно, это здание остается просто зданием, может быть подсобным помещением, может быть помещением, где мы будем иногда размещать наших работников, когда мы будем отправлять с одной точки Абхазии в другую точку Абхазии. Но тем не менее, в силу того, что это именно памятник архитектуры, мы приняли решение, естественно, сохранить это здание. На реконструкцию всей подстанции выделено более 160 миллионов рублей по инвестпрограмме. Здесь будет установлено современное электрооборудование из Италии, Германии и России. Работы по модернизации электрической подстанции и распределительной сети планируется завершить в апреле 2018 года. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. С началом холодов возросла и пожароопасность. Случаи возгорания становятся частыми. На днях мы сообщили о возгорании в Сухум-маркете. И вот новое сообщение о том, что в 2 селах Ачимчирского района сгорели 2 жилых дома. Люди остались без крыши над головой. Сария Смыр расскажет подробности. На этом месте еще несколько дней назад стоял билетажный дом. Здесь жила большая семья из 9 человек. Теперь здесь пепелище, кругом обгорелые балки и предметы мебели, которые так и не удалось вытащить из огня. Семья Караглы вмиг осталась без крыши над головой. Пожар, который произошел 29 ноября, уничтожил все имущество семьи. Я там сзади был. Я когда почувствовал в комнате, я думал, что это дети еще. Я думаю, сейчас пойду поругаю. Когда открыл дверь, уже все, варианта не было. Потом сзади я побежал, стекло поломал. Хотел перепрыгнуть, стекло открывает, там тоже все время. В момент начала пожара дома находился только глава семьи Руслан. По его словам, он занимался хозяйственными делами. И то, что загорелся дом, увидел слишком поздно. Все его попытки войти вовнутрь и потушить очаг возгорания были тщетны. Благо, дети в этот момент находились на улице, и несчастного случая удалось избежать, говорит он. Дети хорошо ушли, они туда. А она пошла давление проверять супругу. Сейчас на данный момент где находятся дети? Один у брата, а другие совхозы. Жена? Жена со мной вот сюда до брата ходим. Ну, отцовский дом. Уже там тоже у них. Пламя в течение нескольких минут захватило весь дом. Справиться с огнем пытались собравшиеся родственники и соседи. Но сил оказалось недостаточно. И даже подоспевшие пожарные не смогли быстро потушить огонь. По словам соседей, многодетной семье живется нелегко. Все они зарабатывают на жизнь тяжелым физическим трудом. Лишь недавно, собирая практически по копейке средства, они сделали небольшой ремонт. Поменяли крышу, обновили кухню, купили мебель в детские комнаты. Но пламя не пощадило ничего. Человек с детства, всю жизнь здесь прожил. Первого дня войны воевал, вояка хороший, дважды раненый. Видишь, что копил копейки, как-то настроил этот дом, все, детей, все так нормально, все. Да? В конце, в прошлом году я это сделал, ремонт, все, аккуратненько, все, и вот тебе сгорел. По заслугам он должен какие-то, хотя бы помощь. Хотя если не финансами, хотя бы такой. Материальный какой-то что-то. В этот же день в селе Гуада сгорел дом Виктора Матуа. От большого красивого дома остались лишь обугленные стены. По словам членов семьи, проводка замкнула именно в тот момент, когда их не было дома. Жильцы, муж и жена, теперь каждый вечер уезжают ночевать к своим детям, но каждый день приезжают, пытаясь собрать то, что осталось после пожара. Помогают и соседи. На углу оттуда началась вот эта очаг огня. Ну, все побежали, пришли, но туда уже дым вошел домой. Это в окнах там нельзя было заходить. Ничего нельзя было вообще оттуда выносить. И остались так без крова. Эти семьи, которые остались без крыши над головой, надеются на помощь государства. Построить дом самостоятельно без чьей-либо помощи у них нет возможности. Ну а пока решается их дальнейшая судьба, жильцам сгоревших домов приходится искать прибежище у соседей и родственников. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Количество мандаринов, ввозимых в Россию из Абхазии, с начала мандаринового сезона сократилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с начала мандаринового сезона, а официально это считается 15 октября, на таможенном посту Адлер оформлено порядка 1500 тонн мандаринов. В сутки таможенники оформляют около 25 тонн цитрусовых. В прошлом году за аналогичный период было оформлено более 4000 тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем
среднем от 60 до 68 тонн мандаринов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления России. В прошлом году по итогам мандаринового сезона сочинские таможенники оформили более 12 тысяч тонн мандаринов. Как говорят специалисты, причина в том, что урожай цитрусовых в Абхазии в нынешнем году примерно в 2 раза ниже обычного. Главный экспортный товар республики во многом пострадал от насекомых-вредителей. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. К этому дню Республиканский центр СПИД Минздрава Абхазии провел 3-дневную акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты Б, С и ВИЧ-инфекцию. Итоги акции в репортаже наших корреспондентов. С 1988 года 1 декабря стал Всемирным днем борьбы со СПИДом. Вот уже 5-й год Республиканским центром по профилактике инфекционных заболеваний и борьбы со СПИДом Минздрава Абхазии организовывается акция, где каждый желающий может обследоваться на наличие у него в крови антител на все виды гепатитов, ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, методом экспресс-диагностики, не абсолютно бесплатно. В Абхазии число официально зарегистрированных и стоящих на учете инфицированных СПИДом достигает 1000 человек. Для населения Абхазии эта цифра немалая, учитывая тот факт, что это лишь официальные данные. Заключительный 3-й день акции бесплатной диагностики сегодня прошел у здания столичной администрации. Первые 2 дня машина, наша лаборатория, стояла на территории республиканской больницы. И, статистика такова. В первый день обследовалось 20 человек, во второй 118. Сегодня на вот этот момент уже 45 человек. Знаете, обычно те, которые подходят и у них положительный результат, это те люди, которые уже подозревают, уже были ранее обследованы, хотят убедиться. Чаще такие люди к нам подходят. А те, которые впервые узнают о своем заболевании, мы, конечно, вернее, не о своем заболевании, это только предварительный такой диагноз экспресс-теста. И поэтому мы разъясняем, объясняем смысл этого результата и в дальнейшем отправляем их на дообследование. По словам специалистов, с каждым годом количество людей, участвующих в акции, растет. Большая часть граждан, у которых выявлены признаки того или иного инфекционного заболевания, это люди среднего возраста. Далеко не все граждане решаются принять участие в акции. Вы что-нибудь знаете об акции, нет? Подобного рода акции необходимы, ведь человек, носитель того или иного вирусного заболевания, может попросту об этом не подозревать. Чтобы заразиться СПИДом, ВИЧ-инфекцией или любым из гепатитов, не обязательно иметь беспорядочные половые связи. Высока вероятность подцепить, как говорится, заразу у зубного врача, в маникюрном салоне и других подобных учреждениях, где вас могут ранить, в случае, если инструменты недостаточно хорошо продезинфицированы. Потому крайне важно проводить своевременную диагностику и не подвергать себя и близких опасности. Осведомлен, значит вооружен. Проходили и увидели, решили провериться. Правда, я знаю, что я чистый, но все равно на всякий пожарный, как говорят. Ну, я тоже так же узнал, мы вместе и были, просто зашли, думаем, дай проверимся. Как вы считаете, такие акции важны? Очень даже важны. Кто не знает, тот может прийти, провериться, нормально. Очередь так таковой нет. Там в селе тоже половины даже не посмотрели. Есть бесплатно, иди смотри сам себе, кто будет мешать. Подобные акции пройдут и в других городах и районах республики. Машины оборудованы всем необходимым для выявления антител на вирусы гепатита Б, С, ВИЧ-инфекции и СПИДа. Будут готовы принять всех желающих на абсолютно бесплатную экспресс-диагностику. Помните, что ранняя диагностика – это залог успешного лечения, а здоровая нация – это светлое будущее страны. Наала Кови, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Его цель – продвижение прав инвалида во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов. Ежегодно миссия МККК в Абхазии устраивает различные спортивные турниры. Вот и на этот раз в Сухумском лицее-интернате состоялся футбольный матч команды инвалидов-ампутантов. Репортаж Рената Шакая. В
В Сухумском лицее-интернате состоялся футбольный матч команды инвалидов-ампутантов. Игра была приурочена к Международному дню инвалидов. В этом году исполнится 15 лет со дня создания сборной Абхазии по футболу среди инвалидов-ампутантов. За это время игроки не раз принимали участие в международных турнирах, проводимых как в различных регионах России, так и на родине. Сборная команда состоит из 11 игроков. Среди них есть инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, а также потерявшие конечности при других трагических обстоятельствах. Сегодня на поле товарищеская встреча между командами Сухума и Гагры. Все эти мероприятия, они показали заинтересованность, в первую очередь, самих участников в этом. И, естественно, те люди, которые приходили смотреть, они еще раз видели, что, несмотря на сложность своего положения, будучи физически ограниченными, они тем не менее, они демонстрируют очень такие большие способности, они очень все сильны духом, и я бы сказал, что это хороший пример для многих из нас. Несмотря на ограниченные возможности, молодые люди активно занимаются спортом и ведут полноценный образ жизни. Сборная Абхазии инвалидов-ампутантов принимала участие в турнире за Кубок МВД России, который проходил в Пицунде, а также в турнире за Кубок Кавказа в Чечне. Я думаю, что это очень важно для них, поскольку они... В любом случае, каждый из них имеет свои семьи, там у них есть круг лиц, друзей, все, но не надо закрываться, конечно, в рамках своей семьи или своего круга. А как мы можем догадаться, это нетрудно понять, что данная категория лиц, она в любом случае имеет какие-то ограничения в доступе там, на работу или какие-то другие моменты. Вот в этом плане я думаю, что эти границы должны просто отпадать, и эти люди должны быть более независимыми и чувствовать себя, как все мы. Цель сегодняшнего мероприятия – дальнейшее интегрирование людей с ограниченными возможностями во все сферы жизни общества, а также привлечь внимание всех людей к данной категории лиц. Инвалиды ассоциации футбола показала себя неплохо. Я думаю, что всем понравился. Ну и мы попотели, я думаю, неплохо. Ну всем радостно было, я думаю. А кто первый забил гол? Это забил Джамал Парциц. Многочисленные зрители, а это учащиеся Сухумского лицея-интерната, стали свидетелями захватывающей игры двух команд. И каждая голевая ситуация, созданная футболистами, сопровождалась одобрительными возгласами и аплодисментами. Большое спасибо таким организаторам, которые создали такую группу, футбольную команду. Хочу сказать спасибо также таким игрокам. Вместе играли, они дружно, они не сдавались. Футбольный матч между командами Гагры и Сухума после 2 таймов завершился ничьей. Победила сила воли и любовь к жизни. Не только игра спортсменов, но даже просто выход людей с ограниченными возможностями на поле. Пример того, как нельзя отчаиваться ни при каких обстоятельствах и продолжать жить активной жизнью. От лица МКК участникам были вручены призы. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Администрация города Сухум приступила к монтажу новогодней елки на площади Свободы. Работу планируется завершить через неделю, если не помешает погода. Главная елка будет высотой 18 метров. Также администрация Сухума приобрела 2 новые елки, которые будут установлены в новом районе на улице Агарба высотой 10 метров и в старом поселке на улице Надзадзе высотой 7 метров. Кроме того, к новогодним и рождественским праздникам планируется украсить парк на площади Свободы и центральную часть проспекта Аяйра. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 16-21 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.